Почему дни Рамадана разной длины и как поститься при длинном дне? Дорогие братья и сестры, каждый год перед Рамаданом возникает один и тот же вопрос. Почему в одних городах день длится 12 часов, а в других 17? Почему в Казани пост короче, чем в Санкт-Петербурге? А что делать тем, кто живет за полярным кругом, где солнце почти не заходит? Мы старались над созданием этого ролика. Если чувствуете, что информация будет полезной, поставьте лайк авансом. Это поможет алгоритму YouTube показать видео тем, кому оно действительно нужно. Если вы задаете себе эти вопросы, знайте, вы не одни. И Всевышний Аллах уже заложил ответ на них в самой структуре своего творения. Но прежде чем мы перейдем к решению, позвольте задать вам один вопрос. А задумывались ли вы, почему именно сейчас, перед Рамаданом, у вас в голове возник этот вопрос? Возможно, это не случайность. Возможно, это знак подготовиться не только физически, но и духовно, понять мудрость того, что ждет вас в этом месяце. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Поститесь, когда увидите новолуние, и прекращайте пост, когда увидите его снова». Этот хадис передают Бухари и Муслим. То есть начало и конец Рамадана определяются лунным месяцем, а не солнечным календарем. Из-за этого Рамадан каждый год смещается на 10-11 дней назад. Иногда он попадает на короткие зимние дни, иногда на длинные весенние, а через несколько лет он придется на самые длинные летние дни. Это не ошибка, это продуманная милость. Почему? Потому что за всю жизнь мусульманин проходит через все времена года, и легкие дни, и трудные, и в этом божественная справедливость. Тот, кто сегодня постится при коротком дне, завтра может оказаться там, где день длинный. Аллах не делает так, чтобы одна группа людей всегда имела преимущество. Он уравновешивает испытания на протяжении жизни каждого из нас. Но что делать, если вы живете в месте, где день длится 18, 19 или даже 22 часа? Некоторые говорят, нужно поститься все это время. Другие впадают в отчаяние. Это невозможно, лучше вообще отказаться от поста. Но истина, как всегда в исламе, находится в благородной середине, в пути, который сохраняет и религиозные обязательства, и здоровье человека. Всевышний говорит в Священном Коране в суре Аль-Бакара в аяте 185: «Те из вас, кто доживет до этого месяца, пусть постится, а кто болен или в пути, пусть отложит на другие дни. Аллах желает вам легкости, а не затруднения». Обратите внимание на эти слова. Аллах желает вам легкости. Это не просто красивая фраза, это принцип всего шариата. Аллах желает вам легкости, а не затруднения. Обратите внимание на эти слова. Аллах желает вам легкости. Это не просто красивая фраза, это принцип всего шариата. Ученые единогласны. Если пост становится невыносимым из-за экстремальной длины дня, 40-градусной жары, тяжелой болезни или изнурительной работы, разрешено следовать времени ближайшего региона с умеренной продолжительностью светового дня. Например, жители Мурманска или Норильска могут ориентироваться на время Москвы или Казани. Некоторые ученые даже разрешают использовать время Мекки в самых крайних случаях. Это не лазейка и не обход закона. Это проявление той самой милости, о которой говорит Всевышний. Ведь ислам пришел облегчать жизнь человека, а не разрушать ее. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, говорил: «Облегчайте, не затрудняйте, возвещайте благую весть, не отталкивайте». Некоторые спрашивают: а если я начну поститься, но почувствую, что теряю сознание от слабости? Важный момент. Если существует реальная угроза здоровью или жизни, шариат разрешает прекратить пост в этот день осознанно, с намерением наверстать его позже, когда условия станут нормальными. Аллах знает ваши обстоятельства. Он ценит не идеальное соблюдение при невозможных условиях, а искреннее усилие в рамках ваших возможностей. Задумайтесь на мгновение. Зачем Аллах создал Землю такой, что дни в разных ее точках имеют разную длину? Может быть, чтобы мы научились сочувствию? Тот, кто постится 12 часов в Дагестане, должен помнить, где-то в Мурманске его брат или сестра по вере голодает почти 20 часов. И наоборот, тот, кто сегодня страдает от длинного дня, должен знать, Аллах не забыл о нем и дал ему возможность облегчения. Рамадан – это не только про воздержание от еды и питья. Это про единство уммы. Мы начинаем и заканчиваем пост вместе, даже если наши часы показывают разное время. Потому что мы смотрим на одну и ту же луну, ту самую, на которую смотрел пророк, мир ему и благословение Всевышнего. Особенно важно не сравнивать себя с другими. Не думайте, они постятся 20 часов, я слабак.
Аллах не сравнивает вас с жителями Исландии. Он сравнивает вас с вами вчерашним. Ваше испытание – это ваше испытание. Ваша награда по вашему усилию. Если в прошлом году вы не постились, поститесь хоть один день в этом. Если в прошлом году вы постились, но не могли удержать язык от сплетен, в этом году ваша цель – хотя бы один день в молчании и добрых словах. Если вы читали Коран механически, в этом году прочитайте одну строчку с пониманием, и это будет ценнее сотни страниц без осмысления. Это и есть настоящий пост. Не голод ради голода, а работа над собой. И вот что я хочу сказать вам перед финалом. Даже если вы живете там, где солнце почти не заходит, вы не одиноки. В последние 10 ночей Рамадана миллионы мусульман по всему миру будут молить Аллаха о прощении для всей уммы. И ваши имена будут в этих мольбах, даже если никто не произнесет их вслух. Ваши слезы от усталости в длинный день станут частью общего дуа уммы. Не бойтесь длинных дней. Бойтесь только одного – равнодушия сердца. Потому что голод можно пережить за несколько часов, жажду утолить после заката. Но холодное, черствое сердце его труднее растопить, даже за целый месяц поста. Пусть Аллах дарует нам силы соблюдать пост по нашим возможностям, примет наши усилия и не даст нам чувствовать себя меньше из-за обстоятельств, которые мы не выбирали. Пусть Он объединит наши сердца в этом священном месяце, несмотря на расстояние и часовые пояса. Аминь. Если эта информация была полезной, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ваш лайк и комментарий буквально заставляют алгоритм YouTube показывать это видео другим мусульманам, которые ищут ответы на те же вопросы. Пусть этот Рамадан станет для нас временем не только воздержания, но и глубокого понимания милости Аллаха, который знает каждого из нас лучше, чем мы сами знаем себя, и дарует нам шафаат нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Аминь.